И другие. Казахстан мы теперь приезжаем больше к друзьям. Вас не слышно. Сегодня мы будем говорить с вами о теме, которая забыта, часть или в большей степени забыта вообще медицинской науке. Моя практика медицинская, она уже насчитывает более 25 лет. И вот то, что происходило в период, когда я закончил медицинский институт, и то, что происходит в настоящее время, по большому счету, ничего не изменилось. Используются одни и те же средства. Да? Используются какие-то манипуляции, которые существовали десятилетия назад. Ну, что происходит? Да? Вот почему таким образом происходит в отношении к теме заболевания опорно-двигательного аппарата? Есть трактовка экспертов здравоохранения. Есть эксперты ВОЗ, которые определяют заболевание опорно-двигательного аппарата как заболевание, которое не угрожает жизни больных. Вот такая странная история. Не угрожает жизни больных, поэтому направление развития медицинской науки в большей степени происходит в отношении тех же заболеваний сердечно-сосудистых, онкологических проблем. Ну и очень мало касается направлений, которые заболевания опорно-двигательного аппарата. И сегодня мы поговорим о средствах, которые являются абсолютно естественными и которые обладают высокой степенью эффективности при этих проблемах. Итак, проблема крайне серьезная. Видите на слайде, что более 70 жителей планеты испытывают в течение жизни боли в спине или в суставах. Редкий человек, который достигает возраста 45 лет, не имел каких-либо эпизодов, да, каких-то прожитых эпизодов, когда сталкивался с болями в спине или в суставах. Болезни костей и суставов занимают огромный удельный вес вообще заболеваемости. Если мы берем как бы общую структуру заболеваемости, да, то мы видим, что эти заболевания, они распространены настолько серьезно, насколько распространены, к примеру, те же самые респираторные проблемы. И вот количество выписанных больничных листов, да, недееспособности, случаев недееспособности стоят на втором месте после респираторных проблем. То есть колоссальный массив этих заболеваний. Основная причина, конечно, это образ жизни. Да, образ жизни современного человека, который существенным образом отделен движением. Опять же возникает проблема гипотенонии, это использование транспорта. Да, это профессии, и таких профессий становится все больше, которые связаны с работой на компьютере. Это пассивный опыт, это, конечно же, неравномерность физической активности. То есть, когда в течение лет происходит обвал, да, физической активности,